с момента сознательной своей, как говорится, жизни я всегда был с отцом. Как говорится, всегда он меня учил и мужским работам, и строительству. Сколько я отца помню, мы все строим, как говорится. Сейчас на данный момент тоже строительство, как говорится. У меня есть сестренка еще замужем, как говорится. Вот зять, я, отец, мы, как говорится, друг другу помогаем, поддерживаем и в строительстве. И отец всегда с меня требовал, как он говорил, учись, и тогда у тебя все получится. Ильнур Хайретдинов, начальник муниципальной пожарной части Черняковка города Уфы, награжден нагрудным знаком МЧС России «Лучший работник пожарной охраны». Все мы родом из детства. Благодаря отцу Ильнур еще в детстве освоил все премудрости мужских ремесел. Все каникулы уфимский парнишка проводил в деревне. В учебе был старательным, с хорошими отметками закончил 119-ю школу. Никогда не предполагал, что свяжет свою жизнь с пожарной охраной, но его судьба сложилась именно так. Ближе к окончанию школы возникло желание стать полицейским. Близкие, отец и дядя, всю жизнь посвятившие пожарной охране, убедили парня поступить в колледж радиоэлектроники, где начали обучать сложной и ответственной профессии огнеборца. Поначалу чуть-чуть как-то было, думал, что это не мое. Ну, наверное, преподаватели, как говорится, заслуга преподавателей, которые работают на кафедре колледжа электроники, что они в нас ввели это, так скажем, эти традиции. И ближе к последним курсам я уже понял, что это мое, что я пойду работать в пожарной охране. После окончания колледжа, закончил колледж на отлично, решил идти дальше, получать как бы более серьезное, высшее образование, так скажем. Поступил в нефтяной университет, также на кафедру пожарной безопасности. Нефтяной университет как закончил, преподаватели с колледжа электроники позвонили, говорят, так-то, так-то открывается пожарная часть по охране поселка Максимовка. Предлагаем тебе устроиться начальником караула. Поэтому пожарным мне как бы не удалось поработать, я сразу устроился, так скажем, начальником караула. Начало пути. Становись, равняйся, равнение Сергеев. Товарищ начальник части, 3-4 караул ближайшее дежурство готово, начальник караула Сулейманов. Здравствуй, товарищ. Желаю. Вольно. Вольно. Начкар является начальником личного состава караула. Обязанности не перечесть. Он должен организовать и контролировать несение службы караула, знать на зубок район выезда, расположение объектов, их пожарную опасность, характеристики техники, с которой работает. Ильнур с большой охотой втягивается в это благородное дело, осознавая чрезмерную ответственность за свои действия и работу товарищей. Первый раз заступили на дежурство в Максимовке. Догорел дом двухэтажный. Было очень, как бы, не то что даже тяжело перебороть свой страх. Почему? Потому что, как говорится, это как бы видишь впервые. Есть у тебя коллектив, который с тобой. Все зависит от тебя, как ты поведешь себя в этой ситуации. Почему? Потому что коллектив, который идет за тобой, чтобы не ошибиться. Каждый пожар индивидуален, как говорится. Нет похожих пожаров, чтобы где-то, как говорится, чтобы столкнуться с таким случаем еще раз. Поэтому опыт в нашей сфере он важен. И стараемся после каждого пожара, разбирать пожар с личным составом по приезду уже в учебном классе или на разводах, у кого какие были замечания, кто как отработал. Такие предпринять меры, если случаи похожих случаев, так скажем, если они более похожи. Как бы и ежедневно усовершенствуем свои знания, навыки, потому что нормативные документы меняются, требования меняются, конструктивные особенности зданий меняются с каждым днем, как говорится. Сегодня там принимают, как бы используют при строительстве такие-то материалы, завтра другие, как говорится, поэтому токсичность этих материалов. Верный путь.
Непрестанный труд и учеба – естественные состояния для нашего героя. Скорее, эти качества заложены в нем на генном уровне. Выполняя обязанности начальника караула, Ильнур продолжил учебу сначала в магистратуре нефтяного университета, а затем и в аспирантуре. Тема его кандидатской работы посвящена изготовлению установки по определению кратности и устойчивости пены. Все научные изыскания должны иметь свое практическое решение, считает наш герой. Научная работа пока на стадии, на начальной стадии, так скажем. Проводим опыты, проводим эксперименты. Пока тяжело, как говорится, закрепиться на одной определенной теме. Поэтому с научным руководителем работаем над этим вопросом. И личный состав привлекаю к своим каким-либо работам, кому интересно. Тоже развивает свои навыки, опыт. И в планах научную работу внедрить в работу, чтобы была польза и для работы личного состава, и для нужд пожарной охраны. Через год молодого начкара назначают на должность заместителя начальника пожарной части Максимовка. Еще через 3 года Ильнур Альфритович Харитинов приступает к обязанностям руководителя новой муниципальной пожарной части Черниковка, став одним из самых молодых начальников в этой сфере. Когда назначили уже сюда, начальником части, была чуть-чуть боязнь, но потом как-то эта боязнь переборол. На данный момент и на тот момент было 30% личного состава старослужащие. Они очень помогли, подсказали где. Молодое поколение, которое прибывало, как говорится, обучали их, вводили, так скажем, в курс дела, вводили в традиции. Почему? Потому что как бы изначально я стремился к тому, чтобы в коллективе нашли общий язык все. Почему? Потому что работа у нас довольно-таки сложная. Работа коллективная, так скажем. Старался узнать у всех, что творится дома, кто чем занимается, помимо работы в свободной медицинской службе. Почему? Потому что это тоже как бы немаловажно. Знать, чем человек занимается, какие у него проблемы в семье. Может, чем-то можно помочь, подсказать. И тогда дистанция между подчиненным и руководителем, она, наверное, уменьшается. И так уже проще с людьми работать, находить общий язык, ставить какие-то задачи. Пожарная часть Черниковка – это обширная территория, включающая в себя Орджоникидзевский район, близлежащие села, вся северная часть столицы с ее потенциально опасными объектами, нефтеперерабатывающими и химическими заводами, которые при тушении пожаров требуют грамотного подхода и высокого профессионализма. Когда уже назначили руководителем данной части, начальником муниципальной части Черниковка, у нас первое дежурство, в первых числах октября произошел пожар по соседству на промышленном предприятии Кризол, химической промышленности. Тоже был страх. Почему? Потому что парни заступили, буквально сказать, первое дежурство. Многие, может быть, даже, как говорится, мало было опыта, не знали, как подойти, как ликвидировать это возгорание. По приезду нам еще было сообщено, что это химические вещества. Название химических веществ толком никто не сказал, поэтому очень было опасно для личного состава в первую очередь. Но мы ликвидировали успешно ликвидировали. Это было крещение, наверное, для наших парней. Счастливый билет. У руководителя пожарной части выходные будни – единое время. Это круглосуточное пребывание в режиме нон-стоп. Когда звучит тревога, она в сердцебиении постоянно учащается. Это любой пожар. Вот сколько выездов, как говорится, это даже парни выезжают на пожар, я нахожусь дома, и то у меня такое чувство, как будто сам еду. Как бы к месту пожара нахожусь в боевой машине. Но само собой, в любое время суток, как поступает сигнал, я в любое время суток выезжаю из дома, доезжаю до места пожара и отрабатываю уже со своим личным составом. В редкие минуты отдыха Ильнур старается заняться спортом. Одно из любимых увлечений – лыжи. Обучение населения школьников правилам пожарной безопасности – еще одна из обязанностей работников этой службы. Профилактические беседы в свободное дежурств-дни проводят сами начальники караулов. По машинам нормально все? Да. То ежедневно ТО провели? Принял. Приняли, да?
По вакуумной системе нормально, все исправно? Да, сейчас пойдем посмотрим. Пойдемте посмотрим. Механик сильный меня. Как бы совместно стараемся отрабатывать эти вопросы, чтобы не довести технику до такого состояния, чтобы он уже встал. Работа по технике ведется в течение года. И к техосмотру, как практика показывает, у нас в основном в июне проходит ежегодный технический осмотр техники. Уже проще к июню готовиться. Почему? Потому что как бы в течение года работа ведется. Когда мы пришли сюда, так скажем, с личным составом, когда изначально начали работать, техника была в плачевном состоянии. Может быть, не буду говорить, в чем причина, но была в плачевном состоянии, но мы технику все поставили в расчет. Сейчас на данный момент, это боюсь сглазить, все работает, все находится в рабочем состоянии, готово к выезду в любой момент, любой машины. И последние 3 года мы занимаем первые места по городу Уфа среди подразделений БУПО по техобслуживанию, техосмотру. То есть. Настроение праздник. В работе положительные результаты по достижению спортивных мероприятий, других каких-либо поставленных задач, даже по благоустройству территории, допустим, как бы тоже немаловажный фактор. По благоустройству внутри помещений, как говорится, в служебно-бытовых помещениях, чтобы личному составу было приятно работать, по успешному тушению пожаров, по успешному ликвидации каких-либо аварий, что все приехали живы, здоровы, никто не получил увечья. Чем меньше пожаров, тем мы больше радуемся. Недавно Ильнур женился, безмерно счастлив, что его супруга с пониманием и чуткостью относится к его беспокойной службе. Когда дома хорошо, можно и горы свернуть. Так и живет, всецело отдается своей любимой работе. Недаром говорят, что закаляет характер ежедневная борьба со страшной стихией. Не секрет, что пожарные делают свое дело не за почести и награды. Это особый стиль жизни победителей огня.